Грамотная организация семейного бюджета – это залог материального благополучия. Контроль за доходами и расходами и долгосрочное планирование позволят сэкономить на повседневных тратах, избежать ненужных покупок и накопить деньги на важные цели. А главное – сформировать финансовую подушку безопасности. Подробнее расскажем далее. Все семьи разные, поэтому и финансовые отношения между супругами могут строиться по разным моделям. Все их, однако, можно свести к 3 типам. Это совместный бюджет, раздельный и смешанный. У каждого есть свои преимущества и недостатки, которые следует учитывать при долговременном финансовом планировании. Что такое семейный бюджет? Это не обязательно общий котел, куда идут все финансы. Бюджет бывает разным, но в целом это учет заработанных членами семьи денег и планирование расходов. Он поможет вам рассчитывать средства на месяц, на полгода, на год, быть готовыми к непредвиденным трудностям, если вдруг сломался холодильник или затопили соседи, планировать крупные покупки, не ругаться с домашними из-за денег. Согласно данным аналитического центра НАФИ, в подходе к ведению бюджета россияне разделились поровну. 51% в той или иной степени ведут учет доходов и расходов, а 49% признаются, что не ведут. При этом треть россиян, это 32%, ведут бюджет в уме. Они исходят из примерных сумм ежедневных трат, а 12% россиян ведут бюджет вручную, расписывая расходы и доходы в тетрадь. И лишь только 7% ведут бюджет другими способами, в том числе в электронном виде, фиксируя расходы и доходы в файле или используя специальное приложение или программу. Есть и другая статистика. Чуть больше половины россиян считают, что браки заключаются из-за любви. И лишь 13% полагают, что по расчету. Об этом сообщает ВЦИОМ. Значит, быть вместе, создавать крепкий союз и учить детей правильному и полезному финансовому планированию согласно большее число соотечественников. Таким парам помогут советы финансистов по ведению семейного бюджета. Так, как вести семейный бюджет так, чтобы не ссориться и чтобы на все хватало? Именно об этом наш новый выпуск передачи про деньги. Сегодня у нас в гостях Людмила Николаевна Клюско, региональный директор ПСБ в Якутске. Здравствуйте, Людмила. Добрый день. И, конечно, первый вопрос, который я бы вам хотела задать, это что такое семейный бюджет или бюджет семьи? Ну, в первую очередь, это план. Да, план и такая финансовая карта, наверное, семьи, которая включает в себя статьи доходов и расходов семьи. Угу. В план входят абсолютно все категории доходов. Это и активный доход, это и наши заработные платы, да, это и пассивный доход, проценты, полученные по вкладам и инвестициям. Или, может быть, в семье имеется доход от сдачи недвижимости в аренду. То есть вот все статьи доходов, они учитываются, и также учитываются все категории расходов, которые тратятся. Их тоже несколько. Но смотрите, если мы говорим про все доходы, да, в том числе и социальные выплаты тоже входят в состав семейного бюджета? Безусловно, если семья является получателем социальных выплат, это и пенсии, возможно, какие-то пособия и так далее, то есть все виды доходов, в том числе социальные, они входят. Угу. А как вести, вот получается, вот, что нужно сделать семье, чтобы вот, сформировать свой бюджет? То есть им надо посчитать что? Посчитать все и доходы, и расходы, или как вот им лучше сделать? Своим близким и своим клиентам, как правило, я предлагаю обязательно считать все доходы, которые получают. Как я уже сказала, это все заработные платы всех членов семьи работающих, не работающих, социальные выплаты, если есть таковые, и учесть все статьи расходов действительно. Возможностей на самом деле сейчас очень много, потому что это есть специальные приложения. В телефоне можно их установить и вводить абсолютно каждую копеечку своего дохода. И, безусловно, учитывать необходимо каждую копейку своего расхода. И таким образом будет понимание в семье, куда же расходуются деньги.
Конечно, потому что когда мы начинаем считать, мы видим сразу всю картину, финансовую картину своей семьи, правильно? Совершенно верно. Для этого и предназначен анализ семейного бюджета. На самом деле в банках, во многих банках, в приложениях уже существует аналитика, которой я рекомендую всем пользоваться и анализировать ежемесячно, куда же тратятся денежные средства. Потому что составление своего бюджета, семейного бюджета, оно напрямую зависит как раз-таки от правильного планирования. И необходимо смотреть, в какой пропорции происходят траты, для чего и чем полезно именно планирование семейного бюджета. Это очень важно, поскольку именно при планировании мы с вами сможем избежать каких-то долговых ям и как раз-таки найти способы и возможности накопления. Вот тут как раз вы ответили на тот вопрос, зачем же нужно планирование семейного бюджета, да? Ведь действительно, когда мы начинаем фиксировать все свои доходы, все свои расходы, мы сразу видим полностью всю картину, и в связи с этим у нас уже возникает потребность в том, чтобы какие-то расходы возможно сократить, да? Какие-то доходы можно увеличить. Например, принять то или иное решение внутри семьи. Вот здесь давайте подробнее, наверное, расскажем о том, зачем же все-таки нужно планировать и как начать сделать этот первый шаг. Планирование нам необходимо для того, чтобы мы с вами смогли четко понимать, какая сумма с ежемесячного нашего дохода потребуется на обязательные расходы. То есть это вот как раз-таки есть несколько критериев, да, которые необходимо соблюдать в семейном бюджете. То, что я рекомендую своим близким, это как раз-таки распределять 60% предлагаю, 50-60% предлагаю откладывать на обязательные платежи, да, 30%, 20-30% откладывать именно на платежи переменные, так скажем, да, это как раз-таки какие-то развлечения, походы и так далее. И 20-30% опять же для себя определяет каждый сам, необходимо планировать и откладывать в инвестиции. Но также я бы хотела предложить обращать внимание именно на то, что необходимо из своего бюджета обязательно уделять денежные средства на непредвиденные расходы. Да. И это очень важно, поскольку, безусловно, как правило, ежемесячно, к сожалению или к счастью, да, у нас возникают какие-то потребности срочные. Это или же есть необходимость или желание пройти обследование в поликлинике или на лечение нам могут понадобиться деньги. Ну или же это ремонт машины или приобретение какой-то срочной поломки техники и так далее. То есть это тоже очень важно, и на это тоже необходимо уделять определенную сумму ежемесячно. Но это та же подушка безопасности получается, да? Безусловно, совершенно верно. Как резервный фонд, который можно использовать при возникновении того или иного случая. Давайте теперь, наверное, расскажем нашим телезрителям о способах ведения семейного бюджета. Ведь есть разные способы, чтобы была возможность вести семейный бюджет. Совершенно верно. И мы, я, допустим, да, вижу несколько способов ведения семейного бюджета. Один из способов, и большинство семейных пар не придерживаются именно этого, это совместный бюджет. Что предполагает, что такое совместный бюджет? Это когда доходы обоих супругов или всех членов семьи, скажем так, они складываются в один кошелек, и все расходы, в том числе обязательные расходы и личные расходы, они расходуются с одного кошелька. Есть определенные плюсы в данном ведении бюджета, так скажем, да, это как раз-таки возможность рассчитывать и планировать, строить определенные планы совместно, да, семейным. Но, опять же, также есть и, безусловно, минусы. Это, например, могут возникать в некоторых семьях конфликты как раз-таки по сумме расходов, да, в случае, если один из членов семьи тратит больше денежных средств, является таким транжирой, скажем так. Да, абсолютно верно. И еще нужно, наверное, отметить нашим телезрителям, что нужно учитывать еще и потребности домашних питомцев.
при ведении семейного бюджета? Безусловно. Если в семье присутствуют питомцы, на сегодняшний день это очень актуально. У нас в республике огромное количество семей являются владельцами и животных, и кошечки, и собачки, и не только. Есть любители декоративных животных, поэтому, безусловно, необходимо статью предусматривать и на это в случае, если в семье присутствуют братья наши меньшие. И еще один из минусов, наверное, ведения совместного бюджета – это то, что иногда не учитываются остатки собственных денег. Ведь у каждого потребности свои. Вот, например, жена хочет, чтобы у нее оставалось там 15-20 тысяч на свои собственные расходы, а мужу надо больше. И вот здесь как раз вот… Как раз-таки помогает смешанный бюджет. Есть такой вид бюджета, он действительно имеет место быть и пользуется популярностью. Это когда складываются в копилку определенная сумма, то есть в семье принимается решение, во сколько процентов, допустим, 70% супруги, члены семьи, они складывают в общий кошелек определенную сумму денежных средств на общие расходы, на общие цели, и какая-то сумма 20-30% как раз-таки остается на личные потребности супругов. И тогда разногласий вообще не может. Минимизируются они, да, они исключаются. Ну и, безусловно, раздельный бюджет тоже не может быть неактуальным тогда, когда принимается решение, то, что денежные средства личные, они находятся у каждого из супругов, ну и перед каким-либо приобретением или принятием какого-то решения уже принимается решение и приобретается, допустим, 50/50, или некоторые там принимают решение, что 70/30. Ну, это в случае женщины, наверное, да. То есть нам выгоднее, конечно, да, чтобы мы тратили 30%, 70% оставалось у нас. А вот если с оплатой жилищно-коммунальных услуг, вот при раздельном бюджете, разве не возникнут какие-то разногласия? Но здесь необходимо заранее оговаривать все-таки по процентам, то есть или оплата происходит все-таки 50/50. Ну, здесь опять же, есть как свои плюсы, так и свои минусы, да, то есть здесь ты можешь распределять свои финансы так, как ты пожелаешь, и тратить именно на то, что хотел бы именно ты, но при этом при таком ведении бюджета сложнее планировать и на долгосрочные цели. Вот, поэтому здесь, как правило, таким видом бюджета молодые пары прибегают, да, студенты, или как только начинают, когда жить супружеской жизнью вот в начале, а уже более семейные, они, конечно, больше предпочитают или смешанный, или все-таки общий бюджет. Да, и действительно, ну, совместный бюджет, он удобен тем, что сразу мы видим всю картину полностью. А при все-таки раздельном бюджете здесь уже на доверии все, да. Если, например, мужчине мы поручаем оплату там не знаю, за ремонт машины, там, допустим, да, оплату жилищно-коммунальных услуг или каких-то кредитных обязательств, то здесь все равно же нужно вести учет, правильно? Если мы распределяем вот так обязанности, ты платишь за это, я плачу за это, то есть здесь же получится, ну, на одном доверии далеко не уедешь, да? И поэтому, вот как вы правильно отметили в самом начале нашего разговора, что нужно фиксировать все-таки, да, вести какой-то, ну, заведите тетрадку, дорогие друзья, и фиксируйте в этой тетрадке все цифры, связанные с вашими расходами, связанные с вашими доходами. И ведь то, что записано, да, оно же никуда не сотрется. Это может быть даже табличка в Excel, или, как я уже ранее говорила, это может быть приложение в телефоне. Это сейчас очень удобно, все автоматизировано, поэтому. Как же вести вот этот вот учет семейного бюджета, вот семейных финансов и семейных денег? Первое, что необходимо делать, это, безусловно, учитывать каждую копейку доходов семьи и каждую копейку расходов. Именно тогда картина будет полная и ясная, и можно будет составить определенный план действий семьи. Второе, что необходимо делать, это не только вести эту табличку, но и анализировать свои расходы, потому что иногда бывает так, что происходит перекос в определенных тратах. Допустим, если мы видим о том, что мы планировали на
кофе на вынос потратить в месяц 5000 рублей, но мы уже тратим 10 тысяч рублей, здесь необходимо еще раз пересмотреть наши траты и перераспределить наш семейный бюджет правильно. Безусловно, очень важно ставить цели для того, чтобы можно было запланировать как краткосрочные, так и долгосрочные какие-то приобретения, мы должны с вами понимать, на что мы откладываем эти денежные средства. И здесь это такой вот лайфхак, когда есть цель, накопление происходит гораздо быстрее, чем если мы будем просто какую-то определенную сумму заработной платы переводить себе на счет. Конечно, безусловно. Обязательно необходимо составлять планы. Планы, они могут быть, как я уже сказала, как долгосрочными, как краткосрочными, на 1 неделю планирования, да, на полмесяца, и также долгосрочные. То есть мы должны понимать, краткосрочным мы можем относить приобретение какой-то недорогостоящей техники, да, то есть телевизор приобрести. Здесь мы в пределах месяца, 2 месяцев можем с вами запланировать какие-то траты. Также есть долгосрочные. Что это? Это может быть приобретение участка земельного, да, или обновление автомобиля в семье, или же ипотечный кредит. И на сегодняшний день актуально, наверное, повышение первоначального взноса по ипотеке, поэтому необходимо все-таки иметь уже какие-то собственные накопления. И, безусловно, к этому шагу необходимо сейчас готовиться очень тщательно. Поэтому вот такие долгосрочные на год, 3-5 лет, образование наших детей, обучение тоже как долгосрочная цель. Поэтому необходимо обязательно наш бюджет разбивать на долгосрочный и краткосрочный, что мы планируем. Своим друзьям я советую открывать несколько счетов и для каждой цели что-то краткосрочное, долгосрочное, и распределять. Конвертная такая технология, да, в конверты распределять денежные средства и израсходовать их именно по тем целям, на которые мы планировали. Ну, это отличный пример и отличный такой лайфхак, потому что действительно человек будет видеть, ведь эти деньги же он сразу в моменте потратить не может, потому что это будет открыт вклад, и у него уже есть интерес, потому что у краткосрочных вкладов, я так понимаю, ставка выше, да? Ну, или есть разница, вот если ты открываешь вклад на год или открываешь вклад на 3 или на 5 лет? Разница есть, поскольку, как правило, краткосрочные вклады – это такие без возможности досрочного снятия денежных средств, и, как правило, причисление процентов у них идет в конце срока данного вклада. Но также на сегодняшний день очень актуальны накопительные счета. Здесь процентная ставка, она немного меньше, как правило, чем по вкладным операциям, по вкладам и депозитам, но при этом есть возможность досрочного снятия денежных средств с сохранением той процентной ставки, которая действует на сегодняшний день. И получается тогда финансовые инструменты тут очень такие хорошие помощники, да, при ведении семейного бюджета. Финансовые инструменты, безусловно, необходимо использовать, и я бы рекомендовала обращать внимание на все инструменты, которые есть на сегодняшний день. Это, как я уже сказала, безусловно, необходимо планы наши и как краткосрочные, на долгосрочные цели, да, необходимо все-таки размещать на накопительные счета или на вклады и депозиты. Это позволяет получить дополнительный доход, процентный доход. Инвестиции в долгосрочные цели. На сегодняшний день тоже очень много программ. Есть накопительные долгосрочные сбережения с софинансированием, с государственным софинансированием. На них тоже необходимо уже обращать внимание, поскольку здесь как раз-таки и дает возможность получения не только сбережения денежных средств, но и получения дополнительного дохода. Ну и, безусловно, необходимо пользоваться возможностями кэшбэки и программы лояльности, акции, программы лояльности тоже обязательно необходимо смотреть. И когда мы с вами выбираем какой-то определенный банк, необходимо изучать программу лояльности и как раз-таки для себя подбирать выгодную категорию, которыми мы все-таки пользуемся. Это все решаемо.
И что необходимо сделать для того, чтобы этих проблем? Первое, это, безусловно, диалог. Да, то есть, когда мы с вами подходим к вопросу по семейному бюджету, необходимо в самом начале сесть и договориться, какие суммы для нас будут приемлемы и какие суммы для нас не будут являться критичными и не будут приводить нас к этим скандалам. Второе, что необходимо делать, это совместное планирование. Необходимо планировать все долгосрочные наши планы и покупки, приобретения какие-то для того, чтобы не возникало каких-то разногласий. И самое главное, это есть возможность привлечения консультанта. Да? То есть любой сотрудник в любом банке на сегодняшний день может помочь вам с решением финансовых вопросов. И хотелось бы актуализировать, наверное, эту тему, поскольку на сегодняшний день люди пока стесняются прибегать к нашей помощи и не всегда используют наши советы какие-то. Поэтому здесь все-таки рассматривайте для себя или читайте сами, изучайте эту информацию. Сейчас ее достаточно много и в сетях, и в интернете. И, конечно же, приходите в отделение банка, пока мы есть, и пока есть такая возможность вживую пообщаться, потому что сейчас все-таки больше все автоматизировано, чат-боты прекрасно, кстати, предоставляют информацию дистанционно, можно получить любую консультацию, любую информацию в случае, если нет желания в личном общении. А если необходимо пообщаться, какого-то живого диалога, то мы будем рады видеть вас в стенах подразделений наших банков. Действительно, ведь у финансовых организаций сейчас основным направлением стало обучение финансовой грамотности населения. И поэтому лучше, чтобы эту функцию выполняли профессионалы своего дела, те, которые знают и имеют дело с финансовыми инструментами. И здесь не возникнет ли здесь мисселинга, допустим, навязывание каких-то дополнительных услуг? Люди же этого боятся. Они не идут в банк, наверное, думая, что им начнут навязывать какие-то карты, кредиты, ненужные им услуги. Давайте развеем этот миф. Да, и хотелось бы сказать о том, что на сегодняшний день очень много есть таких стереотипов сложившихся и по отношению страховки. Да, у большинства людей они очень скептично относятся к слову страховка, хотя на сегодняшний день это очень актуальная история. И я бы рекомендовала обязательно всем, особенно людям, членам семей, которые являются добытчиками, основными добытчиками, обязательно приобретать пакеты, поскольку пакетное страхование, оно всегда выгоднее, чем обращение без страховки в те же самые клиники за консультациями к дорогостоящим специалистам. Поэтому точно так же и другие продукты. Действительно, в случае, если вы приходите в подразделение, как правило, задача менеджера – это рассказать, по мнению финансистов и экспертов, подходящие для вас продукты. И поэтому именно информация про эти продукты, она предоставляется. Но по законодательству Российской Федерации в банках запрещено осуществлять навязывание каких-либо продуктов банковских. Поэтому здесь выбор, безусловно, будет в любом случае за вами. И без вашего желания оформления любого банковского продукта просто невозможно. То есть здесь необходимо или проявить интерес к какому-то продукту, или же прослушать информацию. Зачастую бывает так, что в банк люди приходят, проходя мимо, или между какими-то основными своими делами, и не уделяя этому особого времени и внимания. А, как правило, для визита в банк и для консультаций все-таки я, наверное, рекомендовала бы планировать больше времени для того, чтобы как раз-таки у квалифицированных сотрудников была возможность рассказать вам, возможно, о тех продуктах, с которыми вы еще не знакомы, или о тех инструментах для того, чтобы вы не упускали свою выгоду и возможность дополнительного пассивного дохода. Спасибо вам большое, Людмила Николаевна, за такое интересное интервью. Так много полезного и интересного вы рассказали нашим телезрителям. И я уверена, что после нашего разговора каждый захочет
хотя бы сделать этот первый, самый тяжелый шаг к ведению семейного бюджета. Очень хочется верить в то, что действительно информация была полезна, и приходите к нам, мы будем рады помочь во всех ваших финансовых вопросах. Разумная экономия очень полезна для семейного бюджета. Однако не все современные тренды способов экономии одинаково полезны. Чего не стоит избегать, чтобы по-настоящему экономить, расскажем далее. Итак, не стоит избегать платить банковскими картами. Финансовые эксперты говорят, что оплачивать товары и услуги банковскими картами легче, и так люди теряют бдительность в магазинах, а как следствие растут траты. Считается, что когда человек видит, что в кошельке становится все меньше бумажек, он начинает останавливаться в тратах. На первый взгляд все разумно, и действительно стоит отказаться от банковских карт в пользу экономии. Однако сейчас для того, чтобы сдерживать свои аппетиты, можно установить лимиты на картах. Кроме того, есть мобильные приложения банков, помогающие учитывать расходы. При таком раскладе вы можете четко следовать своему финансовому плану. Кроме того, расплачиваясь картой, можно экономить время и не стоять в очереди к банкомату после получения заработной платы. А также можно быстро оплачивать услуги ЖКХ, телефон или детский сад через интернет. Также, расплачиваясь картой, можно получать приятные бонусы от банка в виде кэшбэка, и еще деньги на карте сложнее потерять, если не забывать про правила безопасного использования банковских карт. Далее поговорим про оптовые закупки. Оптовые закупки дешевле – это реальный факт. Но это правило работает только если у вас большая семья, и все, что вы купили в порыве экономии, не пойдет в помойку. Например, если вы купили 10 килограммов помидоров и 5 из них выкинули из-за порчи, получается, что каждый съеденный килограмм обошелся вам в двойную цену. Возможно, в обычном розничном магазине этот же набор продуктов обошелся бы вам намного дешевле. И, наконец, не стоит быть консерватором. Очень часто мы привыкаем ко всему старому, привычному, обходя стороной новинки и покупая продукты в определенных магазинах. На первый взгляд это помогает экономить. Например, если кофе из новой пачки окажется невкусным, придется ее выбросить и купить привычную. Однако не всегда консерватизм полезен для кошелька. Например, магазины после открытия в надежде переманить посетителей ставят цены ниже, чем у конкурентов, или организовывают специально акции. Также происходит и у производителей продуктов, так как современные технологии открывают новые возможности для экономии. Как, например, кнопочный телефон не поможет заказать такси за границей, организовать семейный бюджет или сэкономить на покупках в интернет-магазине. Поэтому всегда выбирайте необходимое с выгодой для себя. Будь то банковская карта или натуральный сок. Читайте описание, условия, смотрите на конечную стоимость для вашего кошелька. И если говорить об экономии простыми словами, то запомните, все, что вы сэкономили, вы заработали. Все самое интересное про деньги в новых выпусках нашей передачи. С вами была Рита Якушева. До новых встреч в эфире.